Добрый вечер, вы смотрите «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Первым театром Якутии, который открыл новый театральный сезон, традиционно стал старейший театр Дальнего Востока, Русский академический драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина. 1 сентября Русский театр, как мы его привыкли называть, открыл свой 133-й сезон, а сейчас уже вернулся с больших гастролей. И сегодня поговорим о том, каким будет новый сезон, о прошедших гастролях, премьерах и возможных творческих экспериментах с гостями студии, актерами Русского драматического театра Аллой Бузмаковой и Евгением Кузьминым. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, наш телеканал довольно давно и плотно с вашим театром сотрудничает. Всегда стараемся освещать то, что у вас происходит. И вот, значит, 1 сентября открыли сезон постановкой «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Премьера прошла весной, насколько я помню, да? Вот почему именно на эту постановку пал выбор и как прошло открытие сезона? Ну, во-первых, об этой постановке мы говорили давно. Идея прям вот несколько лет витала в воздухе, и искали режиссера, который бы поставил эту пьесу, потому что, ну, сами знаете, театральные процессы — это такое дело, что кто-то где-то выпал, и все, и невозможно сделать. Надо, чтобы все сложилось. Все сложилось, да. И вот несколько лет мы складывали этот пазл, и, наконец, сложилось. Да. Александр Александрович очень прям настаивал, чтобы вот в этом сезоне, то есть в прошлом сезоне мы завершали сезон премьеры этого спектакля. Это был приглашенный режиссер? Да, да. Он спектакль поставил и уехал. Да. Вот. А спектакль ведь как-то развивается со временем, да? То есть что-то поменялось? Ну, обязательно, конечно. Да, я как внутри спектакля могу сказать, что уже, наверное, начались какие-то такие метаморфозы, потому что, чтобы спектакль стал родным тебе, должно пройти время, и ты к нему со временем только привыкаешь, начинаешь искать что-то, подбирать какие-то моменты, которые тебе будут откликаться. И я, конечно, за главных героев не могу сказать, но даже так субъективно, если смотреть со стороны, то, конечно, они уже начали, так обточились, уже друг к другу пристрелялись уже, то есть материал нелегкий сам по себе, и уже она уже такая гладенькая, уже становится уже как-то, ну, смотрибельнее. Все. Может задержаться, да, в репертуаре? Конечно. Ну, это же как ученики, да, получают какой-то новый материал. Сначала они очень робко, аккуратно, в рамках дозволенного, так сказать, да, а потом они уже начинают купаться в этом материале. Вот так, собственно, и мы, Да, актеры. и режиссер-то уже не видит. Самое главное. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моим гостям можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И также можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, надо отсканировать QR-код, который вы увидите на экране, надеюсь. Вот, и, ну, либо просто найти через, да, вот QR-код появился, либо просто через поиск найти НВК и открыть прямой эфир, потом задать свой вопрос в всплывающем окне. Ну, значит, после открытия сезона вы сразу отправились на гастроли в Мирный. Как там все прошло? Что вы там показывали? И вообще это же не первые гастроли в Мирном, правильно понимаю? Ну, собственно, в Мирном мы давненько не были. И мы целенаправленно ехали туда. Я съездила еще в одной ипостаси своей, как руководитель гастролей. Мне было это очень интересно. И там зритель такой, знаете, изголодавшийся вообще по театру. Хотя, несомненно, там... Там же есть театр. Есть театр, да, и у них тоже какой-то новый этап в жизни случился, и постановки. Но зрители хотят еще и еще. И даже когда вот сейчас мы уезжали в начале сентября, мы отработали там неделю, и зрители говорят: пожалуйста, приезжайте еще, и мы готовы вас видеть там, не раз в 5 лет, не раз в 2 года. Пожалуйста, приезжайте осенью и весной. То есть люди хотят видеть. Вообще говорят, что якутский зритель, он такой очень благодарный и теплый, вот, а мирнинский зритель? Да, несомненно, тоже. Ну,
каждый зритель, мне кажется, театральный очень теплый, но они все равно имеют свои оттенки теплоты. Да, да, то есть это можно так проверить, даже когда играет спектакль, какие-то вещи в спектакле здесь проходят на ура, там как будто бы не понимают. И наоборот. То есть там смех в тех местах, в которых мы даже не подозревали. Это же вроде как шутка, да, звучало? Нет, я же не шутил вроде бы. А здесь наоборот молчат. То есть все равно есть разница восприятия материала, видимо, как-то, ну, какая-то легкая ментальность, все равно разница есть. Поэтому ты все равно пристреливаешься на каждых гастролях, ты пристреливаешься, какой это зритель, как он примет это, он или не примет. А что вы показали, какую программу? Мы возили 4 спектакля, 3 вечерних и 1 детский. Детский — это «Кентервильское привидение» и «Капитанская дочка», «Часы с кукушкой» и «Очень женатый таксист». А дети как С воспринимают? большим Ой, удовольствием. да, да. Кентервильское привидение прошло на ура. Дети плакали в конце. Ну, конечно, мы их не специально до слез доводили. Ну, то есть трогательная сказка очень. И дети настолько откликаемые были, настолько восприимчивы. Прям очень было приятно ощущать то, что и зал немножко другой, и ты чувствуешь немножко иначе, потому что он немножко там далеко, и ты не чувствуешь зрителя вообще. Но потом, когда ты выходишь на поклон, и дети стоят, и кто-то рыдает, кто-то бежит, обнимается с тобой, это такое очень такое неизгладимое впечатление произвело. Да, там специфика зала, что нет первых 5 рядов, и то есть зрители находятся на достаточном удалении от Да. актеров. А для нас это очень непривычно, потому что в нашем Привыкли театре- смотреть в глаза Да. по Ну, первому не то ряду. чтобы смотреть в глаза, но Чувствовать, чувствовать. да, Вот они чувствовать. прямо рядом с тобой, и этот мгновенный происходит обмен энергии. А там ты не понимаешь, доходит Да. энергия, не А доходит слышат ли твоя. они меня вообще? Я такой, я только что сказал что-то, здесь обычно реакция, здесь нет, не слышат, по-моему, они не слышат, по-моему, их там нет вообще. То есть такие были мысли, как будто они не понимают, что смотрят. А потом в конце все встают, ликуют, и это, конечно, ну, производит впечатление. Особенно на сказках. И на сказках так столько ура и браво я не слышал. У нас, конечно, тоже Любят сказки. шумный зритель, да, но тут сказка такой фурор произвела, прям приятно. Ну, если дети плакали, наверное, они ведь не видели этот мультик и не знали сюжета, поэтому для них была Возможно. неожиданная концовка. Да, возможно. Но и после Мирного сразу вы поехали в Благовещенск. Да, мы недельку Практически сразу. отдохнули, посмотрели на своих коллег из Нерюнгри, которые были в нашем театре в этот момент, и потом уехали в Благовещенск. Вот там что показали? Это обменный какой-то проект ведь был? Да, это обменные гастроли в рамках проекта «Большие гастроли Росконцерт». Мы показали уже 7 спектаклей, и мы были там 5 лет назад. И тогда зрители нам сказали: да, пожалуйста, приезжайте еще. И поэтому, когда мы приехали, билетов уже не было. То есть мы играли на 100% полные залы. Ух ты! Да, да. Да, и я думаю, что даже, видимо, по пригласительным какие-то знакомые знакомых, они еще стояли в проходах, там, стояли на балконах, у них 3 этажа театр, 3 яруса, и все они там отсюда головы торчат, прям битком театр был. То есть сам театр больше, да, получается, чем... По местам, Нет, он наверное, чуть-чуть нет. меньше, сам театр, но такой отклик бешеный. Даже мы там после спектакля идем в магазин, и нас встречают: ой, а как попасть еще на ваши спектакли? Мы так хотим, а билетов нет. Мы уже Да, ничего мы сделать-то не ничего можем. Ну, то есть прям аншлаг. Аншлаг бесконечный. Вот 10 дней, и все спектакли 100% Да. аншлага. А какие спектакли 7? Ох, давайте попробуем вспомнить. «Барышня-крестьянка», «Капитанская дочка», «Сорванец», «Я буду ждать», даже если ты не придешь, «Часы с кукушкой», «Академия смеха», «Кентервильское привидение». Все. Все. Ох, Ну, тоже, опять же, одна сказка, да, и да, Да? и все вечерние вечерние. спектакли. Да, и у нас так получилось, мы сыграли 15 спектаклей за 10 дней.
Вот. Это такой был, у нас каждый день по 2 спектакля, ну где-то 2, где-то 1, где-то нужно было делать прогоны, ну технические вопросы какие-то решать. Но у нас такой плотный график получился в Благовещенске. А какой вообще вот принцип выбора репертуара? Что везут на гастроли? Ну, во-первых, конечно, смотря куда мы едем, да, от этого тоже зависит. Во-вторых, запросы от зрителя. Допустим, «Капитанская дочка», она едет уже второй раз в Благовещенск. Поехала, потому что дети подросли, это школьная программа, Дети. и хотят видеть еще. Вот мы еще раз привезли, это прям был спецзаказ, чтобы мы привезли этот спектакль. Поэтому, ну, конечно, факторов много существует по выбору репертуара, который поедет. Да, было страшно, если поставят «Капитанскую дочку». В прошлый раз, 5 лет назад, у нас было, по-моему, их 5. 5 «Капитанских дочек» мы играли за гастроли. Так получилось, что мы сыграли 5 спектаклей, и зрители попросили еще. И воткнули «Капитанскую дочку» на утро перед каким-то вечерним спектаклем, потому что так сильно хотели, там подписи собирали. И поставили еще с утра еще одну «Капитанскую дочку». И лично я очень сильно боялся, что поставят эту «Капитанскую дочку» еще одну, потому что из 15 спектаклей лично я сыграл 13, и я думаю, что еще одна «Капитанская дочка», я, наверное, просто упаду там. Но настолько она пришлась зрителю, что хотели еще и еще. При таком графике, наверное, даже времени не осталось город посмотреть или что-то. Ну нет, мы улучшали, конечно, момент, и осень нас очень порадовала, и набережная. Да, нет, 5 лет назад как будто было ощущение, что я гораздо больше гулял по городу. А тут я вышел в город 2 раза за все время. Конечно, были моменты, когда после спектакля пойти прогуляться где-то, то есть такие, а чтобы вот просто погулять, посмотреть город, ну, как бы я и так все видел, в принципе. Да, то есть, но времени, конечно, по большому счету, конечно, немного. Ну, мы утешали себя мыслью Да. о том, мы же приехали работать. Да, не отдыхать А приехал. в целом вообще как часто получается на гастроли выезжать? Ну, Ну вот был перерыв большой, связанный с пандемией, я так это понимаю. да, это да. Но вообще мы стараемся каждый сезон выезжать. И, конечно, вот этот грандиозный, я считаю, проект «Большие гастроли», в этом большое подспорье. Театр может выехать в такие, может быть, города, в которые бы сам никогда бы и не смог поехать. Да. Потому что, ну, это же очень затратно. Всю труппу ты везешь, все декорации. Мы же никогда не работаем на подборе. Мы не антреприза, поэтому мы всегда Вот всё- расшифруйте для зрителей, что такое на подборе. Ну, то есть мы всегда все, вплоть до самых мелких деталей, везем с собой. Это все наше. Частенько антреприза делает так, что у вас там есть, ну, какой-нибудь шкаф, ну, какой-нибудь стул, ну, какая-нибудь скатерть. Есть, отлично, все, мы приезжаем. Да, то есть собираю спектакль на месте. Мы так никогда не делаем, и у нас это То есть все огромное костюмы, все обязательство. декорации. Да. Да, мы возим с собой дополнительно там свет, если необходимо, пульты возим, там звук, свет, если это необходимо. Все микрофоны мы возим с собой. А в этом году получилось так много декораций, что наш директор Александр Александрович сказал, что они полночи занимались тетрисом, пазлом, собирали в фуру все эти детальки так, чтобы в притирочку все. Полная фура забили еле-еле, и она поехала. Так, а у нас еще на спектакле «Кентервильское привидение» на столбах есть такие горгульи, да, ну, такие страшненькие, симпатичные при этом. Вот, и они не вошли в фуру. И мы думали, ну как же все это сделать? Да. Кто-то предлагал, может быть, сверху поставим, или вместо свадебной куклы на капоте. Но они такие огромные. И мы с собой их в самолет Да. так и везли вот так. Да, две горгульи были. На отдельных пассажирских Пассажиров. местах. А вообще, вот насколько важно для театра выезжать на гастроли время от времени, для труппы? Это очень важно. Во-первых, это, ну, так сказать, обновление для актеров. То есть, когда ты варишься в собственном соку, это, ну, это хорошо, но очень скоро, мне кажется, может произойти вот эта выворка. А когда ты пробуешь новую площадку, для тебя новые обстоятельства, то есть ты всегда выходил вот так, а тут вдруг тебе надо выходить как-то по-другому. Это, ну, там, свой распорядок, другой. Штанкетный ряд другой тоже. Ну да, наверное, еще вот эти внутренние ресурсы
совсем другие. Как будто бы здесь все упорядочено, здесь ты знаешь, что ты выйдешь во столько из дома, ты переоденешься во столько, ты нанесешь грим во столько ты выйдешь на сцену, ты знаешь, ты уже это делал 1000 раз. И в этом месте зритель засмеется. Да, примерно. Да. А там же на гастролях все иначе. Там полная оптимизация всех внутренних ресурсов, потому что мы приходим иногда за 2-3 часа, допустим, здесь был спектакль с утра был, мы приходим за 2-3 часа до начала вечернего, проходим выходы, первый раз узнавая, как мы выйдем, и ты в этом новом рисунке выходишь на сцену, и у тебя все по новой, как будто ты совсем другой спектакль играешь. То есть это такой процесс на обогащение багажа твоего такого внутреннего. И, конечно, очень важно. Важно и вот это вот тоже двухсторонняя связь со зрителем. Другой зритель все равно, он другой. Он, конечно, вежливый, как во всех городах. Я, конечно, не встречал. Ну, невежливые, наверное, в театр не ходят. Всякие истории есть, конечно. Но благо, что их намного меньше, чем приятного зрителя, который тебя встретит. И в этом, может быть, схожи все зрители, где мы были, они схожи в этом. Но вот эта двухсторонняя связь, она всегда разная. То есть у нас есть зритель, когда на поклон выходишь, ты уже видишь людей уже в 100-й, 500-й раз, ты уже такой, здравствуйте, уже с ними на поклоне здороваешься. А здесь же ты не понимаешь, как к тебе относятся. И поэтому это тоже определенное углубление такое для актера, такое обогащение. Ну, давайте теперь от гастролей перейдем уже к новому сезону. Каким будет 133-й сезон? Чего ждать? Каких-то премьер, проектов? Чуть-чуть завесу приоткройте. Ну, Насколько можно? мне кажется, что, как всегда, фееричным сезон будет разнообразным. Ну вот давайте мы сейчас скажем о том, что нас ждет в ближайшие несколько месяцев. Это мы буквально на днях ждем приезда режиссера, и к постановке готовится спектакль «Женитьба Бальзаминова». А к Новому году выйдет еще и сказка «Тайна третьей планеты». Мы сотрудничаем с Нерюнгринским театром, заключили такой договор, что мы будем обмениваться режиссерами. Вот как раз из Нерюнгри приезжает Александр Иванов, он будет ставить эту сказку «Тайны». Да, он у нас уже поставил Карлсон, да, сказку Карлсона. Да. Да, вот, и мы его ждем, потому что сказка получилась замечательной, Карлсон. Будем ждать работы теперь. Ну вот, кстати, довольно часто ведь вы приглашаете режиссеров, вот именно Русский драмтеатр, да, и так получается, что вам приходится работать, ну вот с разными режиссерами, да, вот насколько это для актера это новое, интересное, это полезно или сложности наоборот какие-то в связи с этим? Ну, мне кажется, это самое невероятное, что может с актером произойти, это когда у тебя много разных режиссеров. Потому что все режиссеры — это отдельная вселенная со своими какими-то штучками, требованиями. И каждый режиссер тебя ломает. Вот ты привык вот так работать, а он говорит: так, это что такое? Ты почему здесь вот такой вот? И он говорит: не так надо. Он тебя ломает, и ты с каждым новым режиссером как-то обрастаешь еще большим, многограннее становишься. Он тебе добавляет каждый раз грани новые. И ну, это, наверное, самое замечательное, что может произойти с актером. Ну и вообще, вы знаете, как бы все полезно. Сложно ли, легко ли, это все полезно для актера. Ты же набираешься опыта, набираешься мастерства. Даже если тебе кажется, что ты уже достиг невероятных высот, и что тебе-то учиться уже нечему, тут вдруг приезжает какой-то другой режиссер, он видит тебя совсем в другом ракурсе, хотя ты можешь быть не согласен с этим, абсолютно. Но наша профессия такая, она зависимая, ты обязан это сделать. Ну, ты профессионал или как? Поэтому все полезно. Даже те режиссеры, о которых ты думаешь, слава богу, уехал, наконец-то. Но все равно потом, через какой-то период, ты думаешь, а ведь это для чего-то нужно было тебе, конкретно актеру. Да, бывает даже такое, что ты радуешься, что все это закончилось. Этот режиссер больше не скажет тебе неправильно, больше так не делай, и уходи отсюда. А потом, через некоторое время, там, через полгода спектакля, ты говоришь сам себе такой:
а он был прав. А почему я в позу тогда встал, почему мы спорили, а он был прав. То есть вот это вот общение с режиссером — это такой некий бой, после которого в выигрыше всегда актер. Режиссер как бы, ну, отработал свое, повидал актеров уже немало. То есть, как Алла сказала, ты думаешь, что ты такой молодец, такой достиг какого-то пика своей формы. Приезжает режиссер и говорит тебе: нет, ты вообще никто, я сейчас тебя научу как. И заново начинает тебе рассказывать какие-то основы, которые ты и так знаешь, или забыл, или еще. То есть всегда победа. Внутри же возмущаешься, сидишь, наверное. Ну, да, мы же люди эмоциональные, но все равно вот главное потом пустить эти эмоции в позитивное русло. Даже если вы на площадке разругались там в пух и прах, такое бывает. Ну, понятно, все мы подвержены этому. Но потом ты берешь себя в руки и делаешь свое дело, а в итоге это получается интересная вещь. Потому что, ну, только режиссеру же видно со стороны, что он хотел этим сказать, а мы там можем гадать, туда он или не туда это Да. делает. Ну, вопрос доверия к режиссеру — это очень большая тема, потому что каждый режиссер приходит с каким-то своим замыслом, объясняет его. Мы, как кулуарные люди, в кулуарах начинаем обсуждать, что-то он совсем не то, куда-то он не туда думает, вообще этот режиссер, он не прав. И начинается такое отторжение от того, что хочет режиссер, а на самом деле просто нужно довериться и сделать все, что он просит, и тогда зритель увидит совсем другое. То есть ты маленькую видишь часть большого пазла, а он видит все. И действительно так и происходит, как правило. То есть в итоге на примере, вот хорошо было. Вот у меня лично на моем примере очи черные были такие. Мне было внутри тяжело работать над этим спектаклем. И я думал, почему так, почему сяк. А потом в премьеру вышли, и это был взрыв эмоциональный, потому что действительно получился очень хороший, такой гармоничный, и нужный спектакль для репертуара, я считаю. А бывает так, что актеру режиссер не говорит вообще ничего. Ты думаешь, боже, неужели я так бездарен, что меня вообще не замечают, да? И вплоть до премьеры. А на самом деле это оказывается, что ты просто делаешь все правильно, все туда. И режиссер не отвлекается на тебя, а занимается теми деталями, которые надо исправить. Специально для вашего театра в Театральном институте имени Щукина при театре Вахтангова, да, предусмотрены целевые места. Да. Вот, как там обучение ребят проходит, сколько их, когда их ждать назад в Якутск, когда их смогут увидеть уже на сцене? Ой, мы очень ждем этих ребят, наша пятерка красавцев. Они уже сейчас на 4-м курсе, соответственно, в следующем году они получают дипломы, и мы их ждем с нетерпением, с распростертыми объятиями. Я куратор этих ребят, и частенько бываю у них там на сессии, смотрю, как они выросли, что они сделали, общаюсь с мастером, с педагогами. Конечно же, вот те цыплята, которые поступали туда, еще в такой сложный тоже период, пандемийный, когда не было вот этого живого общения, они поступали по видеовизиткам, отправляли свой материал, а это же, ну, вообще очень сложно смотреть на человека только дистанционно, не поговорив с ним, не поняв его каких-то проблем, его жизни и так далее. Но, тем не менее, вот наша пятерка учится, и мы все время общаемся, и они тоже ждут, что когда они приедут на гастроли к нам. Скорее всего, это состоится весной. Мы очень ждем этого момента, что они приедут именно на гастроли сначала, а потом уже приедут в труппу театра. Ну и сразу, соответственно, Конечно, они будут зачислены. будут введены сразу. Да, и какие-то новые постановки, они сразу попадут и в текущий репертуар. Ну, отличительная черта многих спектаклей, что актеры учатся играть на разных музыкальных инструментах, поют вживую. Ну, вот у вас часто музыкальные спектакли, да, это вот и там и «Сорванец», и вот «Я буду ждать», которые вы возили. Вот насколько вообще сложно владевать музыкальным инструментом, разучивать песни?
Ну, это же, опять же, дарование дано свыше или не дано, и вот от этого все зависит. Если тебе это дано, то, ну что ж сложного-то? Ну да. Взял какой-то инструмент, ну, не знаю, там, гитару, саксофон, и начал, там, чуть-чуть тебе подсказали. А если тебе это не дано, то это очень такое кропотливое, кровавое. И еще мне кажется, что учиться инструменту для сцены и как профессиональный игрок это немножко разное. Все-таки актер, он схватывает там какой-то определенный рисунок, да, его учит вот здесь вот так вот, вот так вот, вот так вот надо. Он такой, хорошо. И он делает вот так вот, вот так вот, вот так вот, чтобы зритель подумал, что он профессионал. А на самом деле еще его попроси что-нибудь сделать, он, конечно, уже ничего не сделает. Но зато он сыграет вот это, вот так вот профессионально, так легко, ему как будто это дается, как будто бы это он владеет этим инструментом. Ну, то есть это такой добрый обман зрителя для того, чтобы усилить впечатление. Поэтому мне кажется, что вот новый инструмент освоить, вот как, допустим, у нас Степан Федоренко освоил контрабас, вот это ему стоило, конечно, сил. Потому что когда ему сказали, ты будешь играть на контрабасе, он такой, что? Вы шутите? То есть пришел человек, его начал учить, то есть он готовился, он прям очень сильно этого хотел. И вот достиг таких достаточно результатов, когда ты смотришь на него и думаешь, что ты контрабасист настоящий. То есть, но другие какие-то вещи поиграть он, конечно, будет думать. Ну, это понятно, но все равно. Вот тут, мне кажется, как раз отличие театрального именно актера от там, актера кино, да, потому что там в кино ты можешь сыграть пианиста, просто вот Ну да. Ну да. покажут чужие пальцы и... Ну, кстати, наши ребята настолько сыгрались, что они-то готовы еще что-нибудь Да. сыграть. И они там собираются, Да, когда да, да. репетируют этот спектакль, отдельно они прям собираются оркестром и подумывают о том, какой бы репертуарчик нам теперь разучить. Что-нибудь новенькое. Да, была идея даже сделать группу и выступать. Даже такая идея была. И они даже предпринимали какие-то шаги, чтобы это сделать. Но как-то у них, видимо, сейчас со временем напряженно, поэтому... Да, график плотный. Ну, от музыки к хореографии, вы помимо того, что, значит, руководитель, ответственный за ребят учащихся, да, руководитель гастролей, еще и отвечаете за хореографическую составляющую во многих спектаклях. Вот каким образом подбираются элементы танцев? Вообще, ну, потому что часто получается так, что именно через танец там зритель улавливает лучшую эмоцию. Ну, в спектакле танец — это же не четкая там какая-то хореография по большей части. Это эмоции, это слова актерские, которые они находятся здесь внутри. И ты переживаешь их при помощи пластики. И вот моя задача как хореографа — найти эту лексику, найти это выражение через тело, эмоций, и найти это не стандартными путями, да, а ведь, потому что каждый актер, он индивидуальный, он может там вот это или вот это, и я должна направить актера, я им иногда даже не мешаю. Просто, ну, как бы, вот мне видится, что это должно быть вот так, а потом я вижу результат и понимаю, нет, ну, вот это они в своей пластике, в своем характере, я не мешаю. Но при этом отталкиваешься все равно от данных, да, человека? И от данных. Или вот делай так? Нет, и данные, и задача, что мы хотим этим сказать, и в целом решение спектакля. Тоже очень много разных моментов, которые надо учитывать. Ну, вот о переменах в репертуаре, да, нам известно, что от многих постановок пришлось отказаться. Например, в этом сезоне очень простую историю мы больше не увидим. Правильно? Вот почему? С чем связано? Очень простая история. Это хороший, теплый, добрый спектакль. Но, ну как, он, наверное, пережил себя. Да, и еще есть вопрос такой, как возраст труппы. Как по мне, ребята уже израстают как бы этот материал, и нам нужно либо вот как раз ждать молодых ребят, да, Чтобы еще... новая волна, да, началась как бы новая жизнь этого спектакля, либо прощаться, наверное, с этим спектаклем. Есть какой-то вопрос такой, то, что материал уже не играется так, как он бы игрался там 5 лет назад.
Он уже там становится, там, допустим, менее трогательным, хотя он менее трогательным не стал, по моему впечатлению, потому что я очень люблю этот спектакль, я ходил на него раз 10, наверное. Вот. Но, наверное, есть какой-то вопрос износа спектакля, и, наверное, он как изжил, да, себя, вот, и, да, наверное, Ну, а так. потом ждать ребят, с одной стороны, да, это интересно и могло бы новое какое-то дуновение, но с другой стороны, у спектакля ведь есть еще и другая часть, то есть хранить декорации сколько-то времени длительно, да, хранить там костюмы и так далее. Ну, площади не резиновые, проще иногда поставить новый спектакль, чем сохранить, так долго ждать, чтобы снова этот спектакль вышел. А с чем вообще вот связана длительность жизни спектакля? Потому что, ну, есть же такие спектакли, которые вот входят и прямо остаются навечно, и невозможно уже театр без такой постановки представить. Ну, со зрительским вниманием в том числе. Ведь как только ослабевает внимание, ну, сложно играть спектакль для одного там зрителя. То есть весь театр работает ради одного. Это Ну, уже... наверное, еще есть вопрос такой какой-то политики театра, вот как классические постановки, да, они могут не собирать, допустим, зал, но они должны быть в репертуаре, потому что это такая достаточно миссия театра, и мне кажется, они... Тем более, если хранят- это театр академический. Да, да, то есть такие вещи, и мы настаиваем, да, и наш директор хочет, чтобы было больше классических постановок, но рассказано таким языком, чтобы донести сейчас современному зрителю. Некоторые классические произведения просто не вызывают ажиотаж. Тот же самый спектакль «Дни Турбиных». Очень, очень как-то у нас с ним как будто бы не сдружилось, как-то репертуар не сдружился с этим спектаклем, потому что мы его сыграли за сколько лет? За 6, да? За лет 6, раз 10 всего лишь. А хотелось бы играть его, допустим, чаще. Но как-то зритель вот имеет такое осторожное к нему отношение. То есть, но он у нас до сих пор в репертуаре. И, дай бог, будет Ну, долго. раз мы о классике заговорили, юбилей же Александра Островского, да, наверное, не забыли в новом сезоне-то. Ну, понятно, что вот не все коту масленица, свои люди сочтемся, это знакомое, но что-то, наверное, еще появится. Ну, важно, чтобы все пазлы сложились. То есть у нас есть большая мечта, чтобы это осуществилось, но я пока не говорю ни названий, ничего, потому что вот если сложится пазл, то да, то оно состоится. Ну а если нет, то, к сожалению, и нет. Да, надеемся, что не будет, как в «Фигаро». «Фигаро» такое ощущение, что пазл складывали лет 5, наверное. Надеюсь, что с Островским у нас как-то попроще. Да, ну, на будущий год Пушкин. Вот там уже более точно пазл складывается заранее. Поэтому, да. И вы сказали, что будет новая сказка «Тайны третьей планеты». Вот интересно, фантастику сложнее воплотить на сцене или сказку, наоборот, сложнее? Ну, Ой. нам обещали, как директор нам обещал, что будет что-то фантастическое. Ну, потому что мы же все помним мультик, там же была летающая корова, в конце концов. Что-то будет фантастическое. И мы все в ожидании, потому что, да, это очень интересная тема. Я знаю, что был спектакль про пришельцев в театре. Да, это совсем другая история. Давным-давно, как что-то космическое тоже, что-то, это такая тематика. И фантастика на сцене, это всегда интересно. Интересно техническое, как это будут воплощать. Мне вот лично. Ну, слушайте, на сцене нашего театра давно идет спектакль «Два берега одной победы», и там на сцене стоит аэрокобра, собственно, да? И зрители, многие на 100% уверены, что это же она настоящая, и винт крутится, и вот сейчас она Да. разбежится и полетит. Так что здесь я, не сомневаюсь, в наших цехах сделать Да, что-то будем интересное. ждать. Технические приемы, да, самим интересно, как это будет. Ну что ж, я благодарю вас за беседу. Хочется пожелать вам, конечно, чтобы после каждого спектакля в зале не смолкали овации. Спасибо. Спасибо. Вот. Ну и нового сезона
и вам, и всем нам, зрителям театра. Удачного сезона. Спасибо, спасибо. Ну что ж, на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.